Здравствуйте! Вы смотрите программу «Интервью дня». С вами я, Мерген Аюн. Как мы все знаем, наша республика на пороге грандиозного культурного события. Это создание первого национального тувинского мюзикла «Легенда об Эскузоле». Сегодня у нас в гостях художник по костюмам. Один из участников конкурса эскизов костюмов к данному мюзиклу Лилия Кандажуевна Айнарова. Здравствуйте! Здравствуйте! Лилия Кандажуевна, расскажите, пожалуйста, немножко о себе нашим телезрителям. Как бы я не профессиональный художник, я учитель начальных классов, но как бы с детства любила рисовать, люблю рисовать. Ну, наверное, и буду рисовать. Рисую, значит, все, что может прийти в голову, от пейзажей до эскизов костюмов. На данный конкурс подала заявку чисто из любопытства. Мне хотелось посмотреть, могут ли принять мою заявку обычного человека. И была приятно удивлена, когда мне написали, что заявка принята, и даже позвонили. Ну а теперь такая ответственность лежит, как бы стараюсь. Расскажите, пожалуйста, сколько времени у вас потребовалось, чтобы создать эти эскизы? Сколько времени вы потратили? Ой, очень много времени, потому что меня кидало из крайности в крайность. Потому что, когда ты придумываешь, например, просто по либретто, то видишь костюмы совсем в другом формате. А там же надо еще учитывать, какая музыка будет. Может, она будет роковая музыка. Может быть, просто лирическая какая-то музыка. Может, она будет динамичная. Может, она... Я понимаю, это мюзикл, да. И когда я начала думать, а какие же костюмы можно нарисовать, эскизы, мне в голову лезли диснеевские мультики. «Мулан», «Геркулес». Вот там, как они прыгают, задирают ноги, танцуют, кувыркаются. Ну и учитывая вот это вот все, начала придумывать эскизы, но очень долго не могла отойти от традиционной одежды, от традиционного фасона. Потом, значит, переходила на однотонные вещи, но они как бы не передают именно национального нашего колорита. Вот эти орнаменты, узоры, какие-то элементы одежды все равно должны быть присутствовать, даже если это вот мюзикл. Спасибо большое. С какими трудностями вы столкнулись при создании этих эскизов? Как раз таки. Ну вот, были ли они? Да, трудность в том, что музыка отсутствует. Я не знаю, какая там будет музыка. Потом нам, пока еще конкурс идет, он еще не завершился. Может, тогда, когда еще услышишь музыку, тогда тоже новое видение будет этих костюмов. И вторая трудность была в том, что тот запас знаний по фактуре ткани был у меня очень маленький. И мне пришлось, наверное, месяца 2 сидеть над чтением характеристики тканей, которые бы тянулись, передавали бы пластику движения, не коробились, переливающиеся, не колющие, чтобы они хорошо впитывали подышащая ткань. Как бы натуральные ткани, но с таким вот эффектом. Скажите, пожалуйста, вот в чем отличие создания одежды для мюзикла, вот именно национального мюзикла, от таких классических театральных постановок? В театральной постановке там же динамика движений небольшая. Актеры вышли, выступили, где-то какие-то прыжки небольшие там. А мюзикл, ну, в моем понимании, это же движение, это танцы, это пение, это вот там будет у артистов, у актеров очень много физической нагрузки. И надо, чтобы, как нам порекомендовали, действительно нужна дышащая ткань, чтобы актеры к концу представления не покрывались потом. Вот. И, ну, чтобы эффектные ткани были, ну, эффектные костюмы были,
чтобы они были... Вот я вот вижу, чтобы там есть массовка, как в любом спектакле. Массовка, чтобы тоже была в красивой ткани, но она не заглушала вот главных героев. Мне хочется, чтобы главные герои вот блестели на их фоне. Вот именно яркими пятнышками на сцене были. Выделялись всегда. Выделялись, да. Выделялись вот яркостью своей одежды, яркостью, цветом. То есть вот такие элементы. А потом, чтобы они были очень нарядные, как наши вот национальные костюмы. У нас же костюмы такие богатые, такие красивые. У нас сейчас в республике идет бум национального костюма. И очень приятно, идешь по улице, и идут навстречу молодые люди в национальном тон и в головном уборе. Я в восторге от молодежи нынче. Да, действительно, это очень красиво. Вот, Лилия Кандажуевна, скажите, пожалуйста, возвращаясь к этому вопросу, а какой материал вы планируете использовать? Я посмотрела и пока остановилась на тафте. Оно переливается от падения света. Оно переливается. Оно может принять как фиолетового цвета, красного цвета, в каком-то ракурсе показаться совсем серебряными. И, значит, посмотрела органзу итальянскую. Вот. Я же говорила, чтобы артисты в главных ролях были блестящими пятнами на фоне, да, и органзу итальянскую. Пока я вижу так, но там очень много. Я узнала, что такое леоцил. Я даже заказала эту ткань. Теперь буду пробовать что-то сшить из нее. Ну, как говорится, красота того стоит. Того стоит. Да. Скажите, пожалуйста, вот недавно в Туву приезжал Александр Лебедев. Это у нас известный режиссер. Насколько известно, он станет постановщиком данного мюзикла. Вы с ним встречались, виделись? Ну да, с Александром Юрьевичем я встречалась в общем формате, когда была встреча с общей группой. А в личном формате мы с ним еще не говорили. Но даже из малейшего фразы я поняла, что эскизы костюмов их не удовлетворили. Мы будем работать, чтобы их удовлетворить. А вот когда следующие смотры, так скажем, будут? То есть расскажите, пожалуйста, о конкурсе. То есть, как я понимаю, конкурс еще не закончился, да? Не закончился. Расскажите, конкурс эскизов должен был завершиться к 1 мая. Но вот теперь мы продолжаем рисовать эти костюмы. Я, например, тоже рисую. Мне не хочется в этих костюмах обнажать тело, потому что у нас тувинцы скромный народ. Красоту своего тела можно показать же и из-под ткани, которая вот именно передает линии тела. А когда конкурс, когда объявят результаты конкурса? Ну, есть к 1 июля завершится конкурс музыкальный, то есть музыкантов. И вот тогда, может быть, и скажут, что какие будут результаты у всех. Я пока ничего не знаю, даже не прогнозирую. Там планы очень грандиозные. Мне хочется посмотреть и премьеру, и поучаствовать в каких-то гастролях, просто посмотреть вместе с труппой мир, потому что они планируют и выезды за пределы республики. Давайте представим, что вы выиграли, и каковы будут ваши дальнейшие действия? Знаете, мне один родитель сказал однажды такое: чем меньше ожиданий, тем меньше разочарования. Поэтому я как бы не ожидаю, что там я выиграю, но хочется выиграть. И у меня есть маленькая мечта подарить детской школе искусств села Межигей русские национальные костюмы, потому что я там училась, и в хор
в хоре пела, и в вокальной группе пела, и изучала хореографию, и еще ходила на изобразительное искусство. И вот, наверное, в знак благодарности, что я в себе развила вот эти качества, хочется подарить им именно русский национальный костюм, потому что мы со своим классом очень много танцевали русских танцев. У нас был прекрасный учитель, преподаватель Пралич Татьяна Васильевна. Очень скучаю по тем временам. На этой прекрасной ноте хотелось бы вам сказать огромное спасибо, что ответили на все интересующие нас вопросы. Но это была программа «Интервью дня». Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. До свидания.